Девочки, уже ночь, но все равно хотела поделиться с вами клеенкой. Коричневую сняла. Ну, она тоже неплохая, но как бы буду чередовать. Думаю, коричневая здесь как бы подходила. Но и это подходит. Та вот, например, под палас. Это под цветы, под зелень. Ну, вот такая необычная, эти новинки. Вот тут и чесночок, и помидорки, оливки, мята, зелень, оливки. Ну, черные и зеленые оливки есть. В общем, такая шикарная клеенка. Я еще днем покажу завтра. Да, как она смотрится классно. Прям такая красота. Ну и покажу вам заодно такие покупочки, что купила еще. Ну, такое по хозяйству для дома. Вот такую штучку под навес купила. Здесь пользоваться. Удобная вещь очень. Под низом посуда, чтоб стекала. Ну, это, наверное, лучше вот так вот ставить, да? Ну, в общем, очень удобно. Раз, помыл и положил. То у нас тут ничего не было. Ну, в общем, вот такую штучку купила под навес. Как всегда, бумажное полотенце я беру. Мне не очень нравится на столе, когда... Дальше, как всегда, мое любимое мыло. Вот такое вот с запахом очень хорошее, оно отбеливающее. И руки можно мыть, им и так пользоваться. Удаление пятен. Ой, а запах у него такой аромат, вообще не передать словами. Просто чудо из чудес. Хорошее мыло очень. Всем советую, кто еще его не знал о нем. То есть потом такие вот салфетки. Это чисто турецкие. Они как бы дороговатые, но они очень хорошие, без подделок. Вот именно я все время беру, стараюсь детские. Думаю, меньше химии будут. Но это турецкие, они вообще пахнут и очень хорошие. Софишкино яйцо с игрушек, что. Ой, Софишка, какая же она обезьяна. Девочки, купила вот такую половую тряпку «Идеал». Она очень хорошая. Мягкая. Это Анжелике тут под навесом полы мыть. Протереть. Хорошая тряпочка, очень прям качество не мягкое. Я знаю, это хорошие тряпочки. Ну, шампуни еще купила и гели, соль для ванной. Сейчас покажу вам тоже. Анжела уже занесла это все в дом. Девочки, не показала еще. Ну, это ушки, ушные палочки, ладно. Еще вот такие тряпочки купила. Я не знаю, этот ролик выйдет первым или обзор выйдет первым. Наверное, этот ролик, чем обзор. Вот такие вот тряпочки блестящие. Это турецкие хорошие тряпочки. С одной стороны они мягкие, а с этой стороны они как сетка. Вот видите, они блестят. Вот здесь они как вот, ну, не то, что наждачная бумага, вот такие вот. С ними вот все будут там разные засорившиеся места будут удаляться. А здесь она мягкая. Видите? Их 4, но одну Анжела уже открыла. Вот эти тряпочки еще, они очень хорошие. Вообще просто идеальные посуду мыть. Бывает там где-то, ну, как сказать, ну, где нужно сеткой потереть, скажем так, да? Вот эти места он хорошо очищает. Хорошая тряпочка, это моя слабость. Я люблю все такое, химию скуплять, там все это. Ну, просто, знаете, я бы сегодня накупила, девчата. Чего бы я сегодня не накупила. Но у меня вот этот момент, что у нас идет стройка, бьет этим молотком по башке, резко меня приводит в чувство. Киса, ну, ты же пока можешь обойтись без этого. Не надо, стройка идет. Ну, тряпки как бы нужны, их нужно обновлять. Салфетки, мыло, все это нужны. Это гигиена, без этого ну никуда. Не жить же нам всем в грязи, если стройка началась, правильно? Ну, вот так. Это кукурузные лепешки. Бабушка наша сегодня жарила, пока мы ездили за товаром. Бабушка пожарила вот это с тубером. Ну, то есть блюдо такое, творог и сметана и с чайком. Очень-очень вкусно. Мисхан, чай маливаешь? Очень-очень-очень вкусно, девчули. Красотули. Ну, клееночка мне очень нравится. Очень такая нарядная,
Красивая, прям такая светлая. Для души приятная. Бывает же вот новиночка. Таких я еще не видела. Я люблю покупать что-то новое. Но клеенка это вообще... Меня уже супруг не ругает за это. Раньше ругал. Сейчас уже бесполезно бороться, потому что я говорю это как... как что-то такое, без которого я не могу жить. Это клеенки. Клеенки раньше были шторы, скуплялись очень часто, палас. А сейчас я как бы немножко сбавила обороты. Потому что мне все это надоело. Но клеенка это мы за стол садимся. Это, я считаю, я даже, знаете, я вот Анжелу ругаю, я говорю, Анжел, даже бывает такое, что, ну вот именно на тот момент бывает, ну не хочется посуду мыть. Ну встал, ты вообще нет никакого желания. Я допускаю вариант собрать со стола посуду и положить туда в мойку ее. Допускаю вариант. Ну, пускай через час можно аккуратно послаживать, пусть стоит. Чуть отдохнешь, можно помыть. Но вот встать со стола, смести крошки, натереть все вот это, чтобы все не грязное, не жирное было, ложница, сахарница там, чтобы это все блестело, чтобы в любой момент, когда человек зашел и сел за стол, чтобы тебе не было стыдно. А то, что там лежит посуда, а не помыть, ну и что, мало ли, может мы только поели. Но вот этот, ну, допустим, можно сказать, и за столом, да, грязь, мы только поели. Но вот эта атмосфера неприятная. Человек зашел, создается впечатление, что грязь везде, когда на столе крошки, грязная посуда валяется, чеснок, лук, там все это. Не надо. Со стола стерла, протерла хорошо, все послаживала, ненужное там, что в холодильник убрала, посудку послаживала. Ну, будет через часок, через два вдохновения, помоешь, пожалуйста. Ну, чтобы на столе был порядок. Чтобы человек, который зашел в гости, чтобы он не это... Чтобы не было, что человек сел за стол или где-то, а ты бегаешь перед ним, вытираешь крошки и все такое. Это делать не надо, категорически. Ну, в общем, вот так вот. Девочки, навезла столько товара много. Столько товара привезла. Это все еще в складе сколько всего лежит. В общем, столько всего навезла. Различную посуду, сервизы разные. Вот эти сушилки, кастрюли. Маленькие мантоварки даже. Маленькие, удобненькие. Светофоры глянцевые, новые вышли. Ну, в общем, тут, что там на складе у меня. В общем, товара много. Скоро будет обзор. Наборы ОМС, кастрюли. Потом ОМС, мантоварки, чайники, вот эти наборы ложек шикарные, вот эти вот такие, набор салатниц очень хороший, вот эти вот наборы 38, чисто белый, как у меня, шикарные наборы, вот такие наборчики, посуда. В общем, много чего, это все еще в пакетах лежит. Все вам покажу, здесь вот разные там для салфеток, ну, в общем, это вот сушилки. Кастрюли разные, вот эти вот светофоры. Много-много чего. Потом вот для Ферри вот это вот привезла, заказывали у меня, что как вот я пользуюсь. Наливаешь Ферри бутылку и понемножку выжимаешь, сколько тебе надо. Это место можно и мыло положить, и губку можно положить, как бы. Ну, в общем, девочки, ждите обзора. Эту клеенку я протерла. Пусть она пока высохнет, до утра здесь лежит. Ну, как бы подходила под коричневое, да. Я ее помыла, она сейчас высохнет, я ее сложу. И как бы раз надоест мне та постелю, надоест та, как бы, ну, чередовать буду, да. Ну, вот такой вот вариант. Все, сейчас я это закрою, все уже в дом зашли, одна я тут лазю. И кошечка наша, которая родила 3 котят. Что котят вам не показывала, покажу. В общем, все, накрываю это. Я сейчас накрою это все. Специальный такой простыню. Я накрываю это все простыню, закрываю, чтобы коты там вдруг ночью или что. И пойду я отдыхать, девочки. Очень сильно устала сегодня. С Хасавюрта приехали, просто нет сил. Девочки, ну вот, смотрите. Всегда соль для ванны. Потом Дав. Что это? Что гель? Крем-гель для душа. Запах просто что-то. Потом вот эти вот шампунь, девочки, это Турция. Какая хорошая шампунь. Конечно, она не из дешевых.
Вот 330 гриль стоит. Гриль, говорю. Гриль снится уже. Какой запах, какие волосы после нее. Это лимонный шампунь. И, ну, лимонного точно не было, но я вот такой. Но вот запах вообще. И волосы мягкие-мягкие. Вот тут именно вот эта вот фирма. Берите. Если нет, заказывайте. Да, куплю вам. Куплю обязательно вам. Заказывайте, девочки. Это просто чудо из чудес. Реально говорю вам.